А почему вспоминают вот Вторую мировую войну, а вот, например, Первую Отечественную войну вообще никто не вспоминает? Почему? Откуда ж я знаю? 812 года, когда Наполеон зашел в Вспоминаем. Москву. Мы с не вспоминаем. Ты видел, у нас есть целый музей А Бородино. кто, кстати, вы... Был там, нет? Да, видел. Не, Я я там был. не видел, сразу говорю. Но я знаю, что А такое я был. музей есть, да. А скажи, как ты думаешь, кто Да. выиграл? Там видел, какая крутая Я говорю, панорама вот да, да, этого да, да, сражения Бородино? да. Как ты думаешь, а кто А ты выиграл говоришь, битву при Бородино? ничья Ничья не бывает, не бывает была. ничья. Хорошо, Как не бывает? почему Была такая тогда после Бородино отступил Кутузов и даже из Москвы отступил, а не Наполеон, например, на Смоленск отступил? Кутузов хитрый лис, видишь, был одноглазый. Так, Он хитрил, заманил этого так. французишку. И И что? А кто, ханде. кстати, Ну, французов выгнал с Москвы? Как ты думаешь? Нет. украинцы? Хохлы, Нет? Фу, топорами. слава богу. Я уж думал, новая Нет, история нет, нет. Украины А пойдет. кто выиграл? Кто все-таки выгнал французов с Москвы? Блин, я так досконально не помню. Не могу сказать. Сами они вышли. Нет, Голод, нет, наверное. нет, А чё? нет. Болезни? В- в- Ядерный взрыв, нет, как некоторые нет, говорят? Фу, слава богу, вот хоть не нету, да? это. Ну, как Казахи. говорится, расскажите Казахи. мне, пожалуйста. Казахи. Казахи, да, да, Казахи? да, 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 да. Дело в том, Знаете, что наверное, Александр I обратился к хану казахскому с просьбой о помощи. И казахи выделили 92 тысячи конницы для помощи Александру Первому. И вот эта конница догнала французов аж до Смоленска. А уже от Смоленска там уже перехватили русские войска. Вранье. Вот опять, дядька, ты врешь. Понимаешь? Вот опять, очередной Точно. раз. Точно. Нет. В 95 году во Франции, когда отмечали 180-летие битвы при Ватерлоу, пригласили казахов. Пригласили казахов. И когда казахи поставили свои 6 юрт на площади, сейчас скажу на какой площади, ну, нет, здесь площадь не указана, в самом центре представления театрализованного поставили 8 юрт. Поставили 8 юрт. И французы предоставили казахам документы, потому что во французских архивах есть вплоть до того, сколько лошадям скормили корма, сколько погибло каких людей, чуть ли не пофамильно, в каком полку это все погибло. И в итоге они предоставили им документы, что 92-тысячная казахская конница сражалась с французами. А поскольку это силы были свежие, французы все-таки были измотанные, то и французам приходилось отступать. Поэтому с Москвы Наполеона выгнали казахи. А царская уже историкография этот факт замалчивала насмерть. Вот французы это и раскрыли. На официальном уровне в 1995 году в Париже. Когда пригласили казахскую делегацию. Спасибо казахам. Что я могу сказать? Молодцы. Пригласили казахов. Потом старший ЖУС выделил 30 тысяч всадников, старший 50 тысяч всадников, средний ЖУС выделил 12 тысяч всадников и младший ЖУС выделил 30 тысяч всадников. И эта 92-тысячная конница двинулась на Москву, и они ехали через Башкортостан, тогда еще было. И по пути к казахам присоединилось 8 тысяч башкир. И вот это вот конница, да, это Орда погнала французов с Москвы. Короче, Наполеон не учел, да? Не учел этого это, момента. Не учел, что может пройти. А
крестьяне, они все были крепостные, до лампочки было, кто их будет барин, русский барин или французский барин. Поэтому практически партизанского движения, там, что было партизанское движение, там какая-то баба командовала, было единичные случаи. А в итоге российскому крепостному было до сраки. Та Россия, тот барин со всеми вытеками. Потому что, кстати, французы освобождали крестьян и давали им вольную.